Та-ти-та, ти-ти-та-та, та-ти-ти. Это единственное, что осталось в памяти Муршиды Бадиговой от азбуки Морзе. И это не мудрено, ведь сейчас ей 94. На войне она радистка между фронтом и тылом, между небом и землей. Вся связь через нее, 18-летнюю девочку. Мы играли в войну. На чердаке бегали. Я девочка не знала, что такое война. На фронт ее призвали осенью 43-го. И сразу практически на передовую. Здесь она совсем еще ребенок и увидела настоящую войну. Катюша стали в ряд становиться, и тут стали в ряд становиться, и пушки стоят. И вот началась война. Вот когда голову в землю прячем, а заднюю хоть отрыви и брось. В составе Второго Белорусского фронта Муршида Бадигова освобождает Белоруссию, Польшу, Кёнигсберг, а 4 мая 45-го доходит до Берлина и своими руками ловит немцев. Река Шпрея. Они на лодке садятся и уплывают. Потом командир говорит, надо ловить их. А мы их боялись, они нас боялись. С лодок сварили и передавали их другим. В последний день войны свое имя навеки оставляет на стенах Рейхстага. Все исписаны уже стены. Потом один солдат говорит, давай становись на меня на каргашке, говорит, становись. И я встала, он меня держит, и стали писать на свои фамилии. Зарипова МГ. Берези, Татарстан, Берези. Тогда Зарипова, теперь Бадигова, после Великой Отечественной вышла замуж. Работала учительницей начальных классов в школе. Сейчас у Муршиды Бадиговой 4 детей, 8 внуков и уже 9 правнуков. И, как говорит сама ветеран, она самый счастливый человек, потому что дошла, дожила и выстояла, несмотря ни на что и вопреки всему. Вероника Гайнутдинова, Алмази Адинов, ТНВ, Атнинский район.